Джоджо Моэс. До встречи с тобой. Это трогательная история о Лу Кларк, молодой девушке, и Уилли Трейнере, о молодом парне, который после аварии на мотоцикле остался парализованным. Это история о людях из разных слоев общества, которые, вероятно, никогда бы не встретились при других обстоятельствах, и их пути никогда бы не пересеклись. Увлекательные персонажи и наводящий на размышления главный вопрос: как может все в жизни поменяться в один день? И что жизнь стоит того, чтобы жить снова. Потрясающий, захватывающий сюжет. Герман Мелвилл, роман «Моби Дик». Главный герой по имени Исмаил решает устроиться моряком на китобойное судно, которым руководит жестокий и безрассудный капитан Ахав. Когда-то этот мужчина потерял ногу в схватке с гигантским белым китом, прозванным в народе Моби Диком, и теперь вынужден ходить по палубе с протезом из челюсти кашалота. Ахав одержим идеей снова встретить на морских просторах гигантского альбиноса и убить его. Моряки уговаривают капитана оставить эту безумную идею, а повстречавшийся на его пути безрукий англичанин рассказывает, что также стал инвалидом в схватке с Моби Диком. Однако он не помышляет о мести, но Ахав так и остается непреклонным в своем желании расплаты. Нетерпение сердца. Сюжет, описанный австрийским писателем Стефаном Цвейгом, разворачивается незадолго до Первой мировой войны в маленьком городке рядом с Веной. Антон, молодой симпатичный лейтенант из бедной семьи, его приглашает в свой замок богатый землевладелец. И там юноша знакомится с Эдит, дочерью хозяина, у которой парализована нижняя часть тела. Юноша становится частым гостем в фамильном замке господина фон Кекешвальф, и вскоре девушка влюбляется в него. Пол короля. Автор Джо Аберкромби. Трилогия посвящена истории Ярви, однорукого принца, который хотел занять место религиозного советника. Но судьба распорядилась иначе. При набеге на соседнее государство отец и старший брат юноши погибли, и теперь ему предстоит занять трон. Ярви рос с осознанием, что он инвалид, и принять новую роль правителя сильного королевства ему не так-то легко. Да и мать молодого человека, его слуги и народ не желают видеть калеку на троне. Герою предстоит выбраться из сети придворных интриг и отомстить виноватым в смерти близких. Цветы для Элджернона. Автор Дэниел Кис. Эта история посвящена Чарли, умственно отсталому работнику хлебопекарни, который мечтает научиться лучше читать и писать. Он соглашается принять участие в эксперименте двух ученых по повышению интеллектуальных возможностей. На первый взгляд, кажется, что операция прошла удачно. Из записей мужчины постепенно пропадают орфографические ошибки, он начинает читать классическую литературу и осваивать иностранные языки. Те, кто раньше посмеивался над ним, над глупостью героя, теперь не могут понять его. Однако очень скоро Чарли осознает, что его ждет судьба Элджернона, крысы, участвовавшей в аналогичном эксперименте до него. Его мозг начнет уменьшаться, а интеллект спустя какое-то время угасать. Собор Парижской Богоматери Виктора Гюго. Главный герой романа, хромой и горбатый звонарь Квазимод, еще в детстве был подброшен в церковь. Его любовь к колоколам привела к тому, что он оглох. Автор доводит до гротеска внешнюю непривлекательность героя. Тут и горбы со всех сторон, и угловатость, и огромная бородавка на лице. Несмотря на это, именно Квазимода возвышается над другими персонажами книги и демонстрирует умение любить и сострадать. Привыкший к издевательствам со стороны людей, он предан лишь одному человеку – отцу Фолло, некогда усыновившему его. По вине священника Квазимода подвергается публичным пыткам, во время которых цыганка Эсмеральда, сжалившись, подносит ему воды. Никогда до этого не встречавший сострадания по отношению к себе несчастный звонарь проникается безграничной любовью к красивой девушке. Вашему вниманию книги из категории True Story, то есть на реальных событиях. Если вам кажется, что вы оказались в жизненном тупике и не знаете, как справиться с навалившимися проблемами, то эти книги смогут стать для вас источником вдохновения и мотивации для новых изменений. В этих книгах герои расскажут о том, как справиться с испытаниями и выходить за рамки привычного, убирать ограничения в своей жизни. Ник Вуйчич – человек, который родился с редкой патологией, отсутствием полноценных конечностей. Единственное, что было – частичная стопа с 2 пальцами, благодаря которой Ник смог научиться многим вещам в этой жизни. Работать за компьютером, плавать, заниматься некоторыми видами спорта и так далее. Со временем он смог принять свой недостаток и теперь готов делиться опытом с остальным миром. Он уверен, что его миссия в этой жизни – помогать людям находить свой путь и вдохновлять на изменения. Его книги мотивируют и поражают силой духа, а выступления никого не могут оставить равнодушными. А также вашему вниманию книга Мишель Берфорд об Эми Пруди под названием «Шаг вперед». Это история девушки, которая, потеряв ноги,
научилась танцевать. Завершаю нашу выставку. Спасибо за внимание и до новых встреч!